Добрый день, уважаемый Александр Николаевич, уважаемые наши слушатели. У нас сегодня встреча с Александром Николаевичем Архангельским, журналистом, публицистом, писателем, исследователем, профессором Высшей школы экономики. Александр Николаевич, у меня первый вопрос звучит так. Образ Якутии. Вот что для вас Якутия? Вы у нас бывали, и я уверен, что у вас есть, ну, сложился образ Якутии. Алексей Николаевич. Да, я жалею, что последние несколько лет я в Якутии не был, а до этого ездил довольно часто, скучаю. И если говорить м, политэкономически, то Якутия это какая-то отдельная территория, потому что она, с одной стороны, ухитряется, это мало у кого получается, сохранить свой язык и при этом быть русскоязычной, и в равной степени, и без какого-то внутреннего насилия над собой. Да, это не искусственное сохранение языка, а живая жизнь национальной культуры, и при этом открытость, ну, федеральному, так, плохое слово, но федеральному миру через русский язык как минимум. А второе– это, конечно, такое очень самостоятельное мышление, самостоятельное отношение к государственности собственной, к традициям. И м, память долгая. Бывают народы с короткой. Сейчас это не хорошо, не плохо, это просто специфика. Да. У немцев, например, короткая память, но зато она включает в себя все, что было в течение там, последних 50 лет. То, что было до жизни последнего из ныне живущих поколений, не так интересно. Есть народы, которые живут только архаической древней памятью. Якутия старается, по крайней мере, жить и памятью многовековой, тысячелетней, и памятью сиюминутной. Это очень полезно. Э, Редкий и почти исключительный случай на территории России, когда не самый большой по численности населения регион имеет свой собственный кинематограф. Э, может быть, я отстал, мне кажется, что все-таки на документальном рынке представлена Якутия хуже. То есть мне кажется, что у Якутии есть завоеванный внутренний рынок, якутский, у якутского кинематографа. Но большой экран, мне кажется, открылся, еще больше, как минимум, экран открылся бы через документальное кино, потому что страна невероятно своеобразная. Я бывал в разное время года, проехал вглубь. И, конечно, это редкий случай, когда можно развивать. И поэтому мне кажется странным, что не так мощно развивается туристическая инфраструктура. Даже обидно, потому что ну, есть что смотреть, что впитывать. А инфраструктуры нет. И Да. туристический поток маленький. Ну У нас вот, больше мои развито, впечатления. конечно, художественное, да, кино. Вы Да, совершенно у вас эстетическое воспитание замечательное, совершенно. В школах в том числе есть там книга м, одного из исследователей, который я читал о эстетическом воспитании, в том числе и в сельской местности. Это тоже удивительно, да, когда сельская жизнь продолжается полноценная, не заброшенная, не отодвинутая куда-то на обочину, а полноценная. Вот. Цирульников вспомнил я его фамилию, он исследовал м, вот это эстетическое воспитание в якутской школе, да. Но про природу, про э, очень сложную и яркую, и иногда тяжелую, но при этом очень интересную жизнь люди знают мало. Я бы туристическое направление, конечно, развивал. Нет, я не хочу сказать, что нет документального кино, есть и самое разное, в том числе там епископ якутский Роман снял очень хорошее документальное кино, которое даже какой-то региональный ТЭФИ получил, я помню, м, но мало. Есть что показывать гораздо больше. мгм. Вот, Алексей Николаевич, что влияет на создание образа региона на таком общероссийской площадке? Больше это медиа, ну, современные новые медиа влияют сегодня на создание образа региона, как вы считаете? Ну, во-первых, все-таки надо
понимать, что современный мир перенасыщен информационно. И чтобы о тебе говорили, мало постоянно о себе напоминать. Нужно напоминать о том, что тебе интересно, но и понимать, что интересно о тебе знать другим. Поэтому тут не всегда совпадает. Это касается и регионов, это касается и страны в целом. Россия саму себя описывает для своих внутренних нужд как страну войн, полководцев, революций. Для внешнего мира Россия – это страна сложной духовной культуры, созерцательная. Если Россия хочет… Вот идеально Россия когда-то себе… Я сейчас перейду на федеральный уровень, потом посмотрим другую. Когда она хотела себя предъявить миру в качестве яркой и Олимпиаду, и во время Олимпиады показала шоу, да, и мы понимаем, что сложность была в том, что описать шоу на языке, привычном нам, например, языке полководцев империи, революции и войн, значит получить полное многомиллиардной аудитории. Сложные, интересные. Вот. И мне кажется, что для того, чтобы регион присутствовал, он должен, ну, кто-то в нем, конечно, там, это не вопрос к каждому регион должен сочетать рассказ об интересном для него здесь и сейчас с тем, что будет считываться за его пределами. Ну, вот так я бы ответил. Мгм. Алексей Николаевич, вот в чате тут написали вопрос к вам, да? Добрый день, Александр Николаевич. Не считаете ли вы, что интерес к якутскому кино связан с кризисом кино российского, межличностным кризисом кинодеятелей? Вот такой вопрос, пожалуйста, Алексей Николаевич. Ну, я бы не сказал, что российского в кризисе, хотя я не сказал, что и на взлете. Но каждый год выходит по 2-3 интересных фильма. Мы видим, что на Каннском фестивале этого года, если он состоится, в прошлом году он не состоялся, представлено сразу несколько российских работ. Это в разных конкурсах и Кирилл Серебренников, и Герман-младший, и в других программах есть российские представители. Такого не было много-много лет. Выходили интересные премьеры, но, конечно, того, что было в поздние годы, нет. Что в поздние советские годы советский кинематограф научился тому же, чему научился американский. В очень простой группе людей рассказывать о и самых важных вопросах. Мы прекрасно понимаем, что и в жанре комедии от Танова, и в жанре драмы у того же, значит, в том же «Осеннем марафоне» и других поднимались сложнейшие вопросы жизни в очень простой, рассчитанной на много-много миллионов людей форме. Сегодня есть авторское кино и есть никудышное массовое. Но редчайший случай, я могу привести пример массового кино, которое одновременно является сложным. «Горько-1». «Горько-2» — это уже катастрофа. Все эти яйца судьбы и на Новые годы, это кошмар. Это кошмар. Позорище. И нет, и кинематограф не ответил себе, нынешний российский, на очень важный вопрос. Умерла государственная модель финансирования, которая была при советской власти. Но она умерла. То есть она есть, но она не работает. Она не дает нам тех плодов, которые мы хотим. А рыночная не заработала. Мы знаем, конечно, сверхрыночный успех анимационных проектов, как «Маша и медведь». Это многомиллиардные просмотры. Но это исключение из правил. То есть когда не работает рыночная модель, то есть не окупается российское кино, а с другой стороны государство не очень понимает, зачем ему кинематограф, потому что пропагандистскую роль кинематограф перестал играть. Он не справляется, даже если бы хотел. Мир устроен иначе. Потоки информации стали разнородными. Поэтому, конечно, кризис есть. Про межличностные, думаю, что они везде сложные. Там, где появляются творцы и амбиции, а уж тем более при финансировании и сложном распределении бюджетов, тем более. Но я думаю, что успех якутского кинематографа объясняется другим. Найдена
своей региональной аудитории на интересные языки и экономику. Вот выяснилось вдруг, что за определенную сумму, не очень дорогой, не очень большим бюджетом снятое национальное кино, нужно национальному зрителю. Значит, вышли на этот разговор. Мгм. Арсений Николаевич, вот продолжая тему кризиса, вот многие говорят, что в журналистике кризис. Как вы считаете, можно ли говорить о кризисе журналистики? Мне кажется, вот еще этот вопрос как-то актуализировался еще с тем, что вот весной как бы мы ну, отметили, ну, не то что печальную, но дату, да, 20-летие разгрома там бывшей НТВ, и очень много было обсуждений, воспоминаний о 90-х, о журналистике 90-х. Вот какое ваше мнение? Есть ли кризис сегодня в журналистике? Ну, в целом я бы сказал, что больше такой профессии нет. Если мы берем журналистику как отдельный вид деятельности. Есть мультимедийная деятельность, есть трансмедийная деятельность, есть множество профессий, где навыки цифровой коммуникации, информационного обеспечения, журналистского, ну, некоторых журналистских качеств востребованы. В целом же такой профессии нет не в том, что нет журналистов, а в том, что нет инфраструктуры. М, Журналистика – это профессия, то есть ты должен где-то работать. Политическая журналистика схлопнулась до двух-трех изданий. М, Я и региональную тоже имею в виду, и федеральную. Государство больше не заинтересовано в разнородном потоке информации. К чему это приведет, я сейчас не готов обсуждать, но мой прогноз, что ни к чему хорошему не приведет, скорее всего, кончится плохо для того самого государства, которое так делает. Опыт исторически так подсказывает, что как ни пережимай, все равно рано или поздно спрос окажется сильнее предложения, тогда все пойдет в разнос. Ну, как при поздней советской власти было сначала 2 телевизионных канала, потом стало 3, потом 4. Вот на излете, под конец советской власти было 4 телевизионных канала, и их смотрела вся страна. Они тотально контролировались, они управлялись. э, и Внешние источники информации глушились, и радиоголоса, и книги, которые выходили в там издате и сам издате, тоже контролировались жестко. В этом смысле операция по контролю над информацией была успешной. И чем кончилась? При первой, во-первых, перестали интересоваться той скучной, неконкурентной информацией, которая была. А сегодня, повторюсь, журналистика расширилась, и во всем мире это так, не только в России. Если человек не умеет одновременно работать с цифровыми технологиями в театре, музее, школе, то ему будет очень тяжело выжить в этом мире. Культурная журналистика сжимается не по политическим причинам, а просто потому, что ее недофинансируют, и все жестче недофинансируют, и будут, видимо, все жестче недофинансировать. Политическая по описанным причинам, экономическая, потому что когда нет политической, все политические журналисты уходят в экономическую, и начинается тотальная конкуренция. Это не значит, что мы должны все бросить и уйти. Но это значит, что мы должны понять, где ограничения, что нас ждет. Но представьте себе журналиста, который в 1984 году поверил в то, что главная лучшая карьера – это корпункт за границей, а потом пик карьеры – это обозреватель советского радио и телевидения. Ну и что с ним стало, если бы он поверил? Он бы потерял огромное количество лет в никуда, в пустоту. Вот так и сегодня. Надо осваивать мультимедийные навыки, надо работать с разными средами от театра и кино до игровых технологий, образовательных технологий и так далее. И тогда ты в этой профессии можешь остаться. Если ты только журналист, ты очень сильно зависишь. Может быть, тебе повезет. Ну вот есть совершенно замечательные журналисты там в «Новой газете». Но сама «Новая газета» исключение из правил. Вот она висит под дамокловым мечом. И что дальше? В любую секунду она может прекратить свое существование, как прекратили свое существование газета «Ведомости», как целый ряд радиостанций перешел в статус иностранных агентов, а потом и нежелательных организаций.
В силу этого я как прагматик, значит, с одной стороны, я, видите, заметьте, говорю об этом совершенно спокойно, но просто мы, как есть такая русская пословица, плетью обуха не перешибешь. Мы должны понять, вот в какую эпоху мы живем, а дальше сделать для себя свои профессиональные выводы. Мой профессиональный вывод – есть ниши, в которых можно работать, но их не так много. Тут благодаря за фильм о Теодоре Шанине большое спасибо. Это очень важная для нас с моими коллегами работа. Мгм. Александр Николаевич, а вот очень много вот сейчас говорят о карнавализации, да, или карнавализации жизни. То есть еще говорят о вульгаризации языка, культуры, истории. Вот что это процесс, вот на ваш взгляд, это о чем говорит? Это характеризует наше общество, вот это востребованность вот этого ну, аудитории или как? Вот ваше мнение. Ну, сейчас скажу страшную вещь. Если медиа немножко не вульгаризирует медиа, ну, вульгар, да, народ, если мы не разговариваем с народом на том языке, на котором говорит народ, то мы никакие идеи никуда не донесем. Другое дело, что бывают элитарные издания, так много. Элитарные ниши, это всегда было уделом меньшинства, в том числе меньшинства в профессии. А, Что касается игровых форм, да, мир пошел в эту игровую сторону. Так ему понятнее, так ему проще. Ничего катастрофического, ну, кроме, бывают ужасные игры, которые действительно затягивают, ломают психику, это уже вопрос к отдельным производителям. Но в целом к тому, что карнавализация, игровая среда, э, игровая среда, она такой стала. И школьник через игровую ситуацию воспринимает гораздо лучше, чем лекционную или семинарскую. Хорошо это или плохо? Это так. Вот я бы сказал, это не хорошо, не плохо, это так. Это наша Два любимых действительность. русских вопроса, кто виноват и что делать, я бы добавил бы третий, как быть. Да? Вот не искать, кто виноват, не знаешь, что делать, а быть вот в этом состоянии, в этом мире, здесь и сейчас. И меня спрашивают, почему так мало просмотров про фильма о Шанине. Да. Ну, он, конечно, для немалой аудитории сделан. И, и то, что там в сумме он собирает там 50 с чем-то тысяч просмотров, это не так плохо. Для того, чтобы такой фильм, который мы сделали, посмотреть, нужно э, знать, кто такой Шанин для начала. Во-вторых, немножко знать историю 20 века. В-третьих, тебя должно волновать университетское образование и его судьба. А, В этом смысле не так это мало. Нет, если с чем сравнивать. Если сравнивать с фильмами-расследованиями, то даже можно сказать, что это статистическая погрешность. Если сравнивать с другими какими-то проектами, хотел бы я, чтобы там было больше просмотров, но, разумеется, странно было бы, чтобы я этого не хотел. Но то, что книжка ушла тиражом в 2000 экземпляров давно, это нормально. Вот, ну, такие цифры, вот надо их принять как данность. Книжка в 2000 экземпляров – это уже рентабельная книжка. Она не приносит автору дохода, но ее издательство выпускает за свой счет, потому что она свои убытки, издержки окупает. Меня это устраивает. Э, Вот, такие дела. Мгм. Алексей Николаевич, вот уже год мы не смотрим, больше уже года, вашу передачу «Тем временем смыслы». Алексей Николаевич, вы в Фейсбуке написали, да, прощаясь со своими зрителями, «Тем временем смыслы никуда не делись. Когда-нибудь и где-нибудь они проявятся. До встречи». То есть, Алексей Николаевич, вот вы предполагаете продолжать такого формата передачи, может быть, "Ютубе" или, если у вас какие-то, другие предложения, планы, вот именно. Потому что не хватает вот таких передач, где говорится об актуальных вопросах, истории, культуры, ну, обо всем, что должно волновать, как мне кажется, общество наше, современное российское общество.
Александр Николаевич, вот, пожалуйста, ваше. Спасибо. Ну, значит, с другой стороны, существовало 18 лет. Для телевидения это пенсионный возраст, предельный пенсионный возраст. Очень мало программ, которые выходят больше там 5 лет, а те, которые выходят больше 20, можно вообще на пальцах одной руки пересчитать. Так что в этом смысле она закрылась вовремя, в каком смысле вовремя? В том смысле, что люди не стали на нее раздражаться. Никто не говорил, ну когда же уже она не пережила себя, она не прожила дольше, чем ее внутреннее содержание оставалось важным. Лучше, как мама моя говорила, лучше не доесть, чем переесть. И в этом смысле судьба проектов примерно такая же. Передача сформатировано под телевидение, но и в том числе под телевидение уже все-таки уходящее. Не думаю, что в каком-то виде может возродиться. В Ютубе точно нет, потому что производство дорогое. Вот понятное дело, что можно записать лекцию двумя камерами, и она будет смотреться, и там затраты почти нулевые, и они как минимум окупятся. Но снимать хорошие студии, восьмью камерами, монтировать и так далее, людей привозить, увозить. Это, конечно, не окупится никаким "Ютубом", и в этом сомнений нет. Буду ли я делать какие-то другие проекты, я просто пока не знаю, не до конца решил. Я сейчас занят другими вещами. Мы сняли только что фильм о людях с рассеянным склерозом с моим соавтором Татьяной Сорокиной. Показали его вот в кинотеатре "Октябрь" в Москве. И, наверное, будем, с одной стороны, предлагать его телевидению, а с другой стороны, показывать в пациентских сообществах в регионах. Параллельно мы с ней уже и с другим моим соавтором Максимом Курниковым снимаем фильм, большой полнометражный документальный фильм «Голод». Это тяжелый для производства проект об судьбе голода в Поволжье и на Южном в 20-23 годах. Такая вот пропущенная страница истории, страшная с одной стороны, а с другой стороны вдохновляющая, потому что поверх идеологических границ, поверх политических разногласий не державы, а именно гражданское общество договорились между собой, что они друг другу помогают. Американцы не признавали советскую Россию, так же, как и Британия, но и британцы, и американцы кормили голодающих при поддержке россиян. Почти 10,5 миллионов человек кормила американская администрация помощи, АРА. Для сравнения, примерно, очень сложные подсчеты, всегда неточные, примерно 5 миллионов человек погибло от голода, а 10,5 миллионов худо, бедно, но были спасены. И это было международное сотрудничество не на уровне политиков, а на уровне людей. И потом из них вышли и политики. Американцами руководил молодой Гувер, который стал потом президентом США. Но тогда он был молодым бизнесменом, только что ушедшим в общественную деятельность. И это очень важная и очень страшная и величественная в то же время история. Английские квакеры, простите, работали в России с 16 года, были и так далее, и тому подобное. Так что мы будем над ним работать где-то, наверное, до весны следующего года, потом заниматься продолжением, а уже после этого, наверное, я буду думать о других, потому что на мне еще преподавание в Высшей школе экономики, на мне книжки, которые я пишу и выпускаю, ну и так далее. Алексей Николаевич, вот у вас фильмы об Александре Герцене, Владимире Короленко. Вот почему вы выбрали именно эти личности для документалистики? Ну, с одной стороны, это судьба, потому что, ну, под юбилей. Так получилось, что и Белинского, и Герцена, и Короленко, но какая-то внутренняя смысловая логика в этом обнаружена. Тебе в конце концов, а сделано почему-то только про этих. Мне кажется, что пришла пора вспомнить. Смотрите, в советское время перекормили революционными демократами. Да. Навязывали так, что уже просто тошнило, невозможно, скучно. И как всегда, когда навязывает государство, оно мастер превращать все в скуку.
Поэтому надоели, скучно стало. Прошло время, была сделана пауза, и вдруг выяснилось, что это интереснейшие судьбы, интереснейшие люди, интереснейшие задачи жизненные перед ними стояли. Э, И, м, и они были людьми мира. Ну, как вы знаете, лучше меня, Короленко был в том числе и человеком Якутии. Да. Ясно, что это несправедливо, что его забросило в Якутию, потому что у него не было ни одного приговора. Это были все административные сроки, которые умножались, потому что он не соблюдал административные правила, отказывал по идейным соображениям. Но ни одного приговора уголовного не было. Но его закинули в Амгу, не понимая, что они дают ему шанс. Как ни странно, именно в Амге Короленко и стал писателем. Не попал бы в Амгу, кто его знает, что бы с ним дальше было. Был бы он политическим или журналистом, или все-таки стал бы писателем, но стал. Так же, как и Герцен, если бы не был доведен до грани отчаяния и не эмигрировал бы, вряд ли стал бы великим русским писателем. Он, наверное, был бы великим русским деятелем, но вряд ли стал бы русским писателем большим. Такое случается. Гоголь стал писателем, ну, стал-то писателем в России, но вершин своих достиг на огромном расстоянии от родных мест. Так что никогда не знаешь, что тебе судьба приносит, испытание или наоборот делает подарок. Ну, надо, вот как я сказал, надо отвечать на вопрос, как быть. Мгм. А вот Александр Первый, император Александр Первый, чем он вас привлек, вот его фигура, его деятельность? Ну, к моменту, когда появилась возможность написать книжку, я уже немножко эпохой занимался, потому что я учился и занимался Пушкиным, и от нас требовали, чтобы, если уж ты чем-то занимаешься, ты должен знать предмет в целом. Нельзя заниматься Пушкиным и не заниматься там историей финансов, колониальной блокадой, войнами, экономическими порывами, проектами освобождения крестьян и так далее и тому подобное. Восстаниями, волнениями, религиозными поисками, всем. И к этому моменту, поскольку Пушкин, хоть и не очень любил Александра Первого, но все-таки с ним тесно соприкасался, как ни странно, он Николая предпочитал, хотя Николай гадости ему сделал, наверное, не меньше. Но предпочитал, все-таки был более ему понятен. Поэтому и начал я ее писать на излете перестройки, в начале уже таких 90-х, получить в ответ на вопрос, а почему не получаются либеральные реформы в России. Вот вроде бы все условия есть. Есть царь, который хочет либеральных реформ. Есть победа в Отечественной войне, которая дает карт-бланш на любые перемены. Есть кризис с опекунскими советами, то есть дворяне не очень держатся за своих крестьян, потому что они все время их закладывают и перезакладывают, всегда легко выкупить. То есть весь набор условий есть, они получаются. Ну вот, задумавшись над этим, я занялся этой книжкой и писал ее довольно долго, время было. В 90-е как-то нужно было либо, ну, как-то нужно было находить выход из внутренних тупиков. И 9 лет я ее писал. В 2000-м она вышла сначала по-русски, потом по-французски, потом по-китайски. Так что у нее неплохая издательская судьба. Мгм. Да, очень интересно, вот в Китае оно было издано, да, то есть интерес Китая к личности Александра Первого, это тоже по-своему, мне кажется, уникально, да, и Но учитывая то, Китай что... находится в той стадии, на какой находился Советский Союз в 60-е, 70-е годы, когда шла возгонка интеллектуального потребления. Научно-техническая революция и ожидания прорывов, которые она дает, толкали огромное количество советских людей на чтение, интерес к истории, интерес к научно-популярному жанру. И большие тиражи, когда мы говорим о чем в мире, ну, правда-то скажем, что это было не во все годы, что это было только со второй половины 60-х до
середины 80-х, это объясняется социально-историческими причинами. Вот Китай ровно где-то там находится. И Китай, имея, с одной стороны, огромные финансовые ресурсы, с другой стороны, претендуя на роль реальную мировой державы, с третьей, обеспечивая интеллектуальный класс, переводит, кажется, все. Вот все, что сколько-нибудь заметно на рынке, независимо от того, да, поскольку страна гигантская, миллиардная, 5000. Для Китая это в море. Но для издательского бизнеса отлично, 5000 это очень хорошо. Так что можно себе позволить и перевести, и выпустить. Мгм. Вот, у нас, к сожалению, временами звук идет прерывисто, но у нас не так много времени осталось. Уважаемые слушатели, вы тоже можете задать вопрос Александру Николаевичу. Но вот я хочу вот, Александр Николаевич, тоже обратиться вот по поводу вашего последнего романа, да, «Бюро проверки». Вот здесь воссоздана эпоха. Это 1980 год, Олимпиада, Высоцкий. Вот герой Алеша Наговицын, да, главный герой. Вот прототип есть вот у Наговицына? И как-то вот есть ли, ну, биографические, может быть, моменты, связаны вот именно с вашим восприятием того времени? Потому что это, и даже можно как-то какие-то перекличка с нашим временем, да, можно в этом романе. Мне кажется, очень интересно, живо написанный, прекрасный роман. Пожалуйста, Александр Николаевич. Спасибо за вопрос. Ну, с одной стороны, это роман, конечно, действие его разворачивается в 80-м году. Меня слышно? Да-да, слышно. Ну, просто, извините, я плохо переношу кондиционеры, а в Москве дикая жара, и у меня садится голос. С одной стороны, действие разворачивается в 80-м году. С другой стороны, я твердо стою на том, что написать роман о каком-то годе в истории невозможно. И узнать о каком-то годе через роман невозможно. Тогда нужно читать исследования, тогда нужно читать как минимум научно-популярные очерки. Роман использует исторический фон для того, чтобы раскрыть героя. В центре всегда герой. А обстоятельства удобнее раскрывать в какую-то эпоху. Вот мне 80-й год в этом смысле удобное время для того, чтобы испытать героя, как невозможно было бы испытать его в 85-м или наоборот в 70-м. Кроме того, это символическая эпоха, да, это Олимпиада провалившаяся, это шанс на то, что Советский Союз начнет обновление мирное, тихое, упущенный афганской войной, при том, что никаких причин вот исторических, политических для того, чтобы реально начинать эту войну, не было, ничего она не давала. И еще в середине 79 года Брежнев говорил, что война не будет начата на заседании Политбюро, сейчас это рассекречено. И зачем-то в декабре 79 года Советский Союз ввязывается в эту авантюру. Последствия колоссальные, в том числе избрание Рейгана, который будет разваливать Советский Союз. То есть Советский Союз сделал все для того, чтобы к власти пришел человек, способный его извне подтачивать. И это понятно, что завершается эпоха, но новая не наступает. Это такой промежуток между эпохами. Эпоха, которая сулила Советскому Союзу развитие, я не знаю, получилось бы или нет, но насулила. И эпоха, которая кончится него катастрофой. И людям, которых я изображаю, предстоит, они еще об этом не знают, испытание на прочность, испытание на самостоятельность. И герой главный – это человек советский, советский мужчина, что очень важно. Не советская женщина, которая несла на себе все, а советский мужчина, который искал, на кого бы переложить ответственность. И я не хочу для тех, кто не читал романа, пересказывать, да, то ли проходит, то ли не проходит это испытание. Но его бюро проверки, в этом двойной смысл, потому что бюро проверки так назывались как раз журналистские информационные службы, которые в любой статье, будь то в газете, будь то в журнале, будь то на радио. А с другой стороны, это бюро проверки на прочность.
героя проверяют на готовность принять жизнь, как она есть. Вот. Мгм. Александр Николаевич, ага. а, Да, насчет И, автобиографичности, но да, любой автор что-то подворовывает у себя. Но нет, я надеюсь, что все-таки это не совсем автобиографический герой, кроме одного, что я, как и он, приехал из стройотряда в Москву в 80-м году, в Олимпийскую пустую Москву, закрытую для всех, кроме москвичей и иностранцев. Такой старый город, жара, кстати, была, ну такая же жара влажная. Ну, у меня были религиозные поиски, как и у моего героя. Все остальное выдумано, в мгм, том числе и он сам. мгм. Хорошо. Так, уважаемые слушатели, может быть, у кого-то есть вопрос, Александр Да, что Николаевич? Наговицын якутская фамилия, я знаю. Да, очень у нас такая распространенная фамилия. Ага. Пожалуйста, Ну и в у Сибири кого? тоже. В целом я встречал, один журналист меня брал интервью, его отец родом из Сибири, а он Алексеевич Наговицын, значит, Григорьевич Наговицын, сын Алексея Наговицына. Так, пожалуйста. Но если нет вопросов наших слушателей, я продолжаю задавать свои вопросы. Да, вот, Александр Николаевич, Не, подождите, а почему вы, Олег вот у Георгиевич, а нас, что-то у нас, у пожалуйста, меня просто связь вопрос. плохая. Да, да, Так, вот идет я хотел задать вопрос, да, Александр Сергеевич, да? Александр Николаевич. Николай, Ой, Александр Николаевич, извиняюсь. Александр Николаевич, вопрос, вот я вот, мы позднее подключились, или я просто из-за плохой связи немножко не расслышал вашего комментария. Вот вы сказали о том, что, ну, вот сейчас такое время, что действительно нужно понимать там, какое время мы живем, и осталось, я так понимаю, вопросов цензуры и, скажем так, понимание того, что такое, что нужно соблюдать, скажем так, определенные рамки в отношении власти. Мы сами, ну, я так понимаю, об этом шла речь. То есть на рожон не лезть, оппозиционной политикой не заниматься, да, вот я в этом плане. Но я имею в виду, что мы в регионах как разное, но у нас есть определенный критический настрой к власти в целом, потому что на это объективные причины, и мы критически настроены к власти, потому что вы же сами говорите, что журналисты должны быть связаны с настроениями людей, то есть они должны с людьми говорить на одном языке. Сегодня в Якутии настроение очень, ну, довольно, скажем так, протестные. Протест, он скрытый, не видный, но он витает. И очень много такого. И вот я не знаю, что вы скажете по региональной политике конкретно здесь у нас. Вы в Якутии, наверное, ну, нюансов не знаете, но в целом, вот вы говорите, что на рожон не лезть. Вот как вот эти выстроить, где вот вы для себя как выстраиваете, за какие флажки заходить, а за какие не заходить? Вот как-то вот вы ответили, меня, честно говоря, ваш комментарий немножко показался странным. Вот нет, нет, что я можно говорю, критиковать, а что нельзя? нет, где... это Да, вот, вообще не мой вопрос, что Александр каждый Николаевич, решает сам. я хочу представить, это Денис не представился, Денис Адамов, известный журналист, а я магистрант вот, направления политическая журналистика. Пожалуйста. Я говорил о другом. Я говорил о том, что инфраструктурных условий для существования независимой журналистики я в политической не вижу. Из этого не следует, что нет форматов, в которых можно высказывать свою политическую позицию, общаться с большими аудиториями, пока не изъяты сегменты из YouTube, пока распространяется ВКонтакте. Э, Эти возможности есть, но они другие. Они, конечно, потому что журналистика, если мы говорим не о публицистике, а о журналистике, она затратна. Поэтому я говорил об условиях, которые существуют или не существуют. Я таких инфраструктурных условий, но если не скажу, что не вижу, но вижу, как они сужаются. Мы видим это просто каждый на своем собственном примере. Поэтому я ни к чему не призывал, я оценивал просто ситуацию. Поэтому мы, например, своим магистрантам одновременно даем навыки мультимедийной, трансмедийной журналистики, которые позволяют работать просто в тех сферах, которые они хотят. Значит, что касается моих наблюдений, то да, я с вами согласен. Более того, я скажу, что вот я только предлагаю не обсуждать, не дискутировать о пользе или вреде прививок. Мы посмотрим на ситуацию как бы с высоты птичьего полета.
Мне кажется, что массовый отказ от вакцинирования в вывернутой наизнанку форме свидетельствует о недоверии к тому, что исходит от государства. Это не только проваленная агитационная кампания, это не только невежество, хотя отчасти и то, и другое есть, но это и недоверие. Вот есть мое тело, оно мое. А власть хочет в мое тело, которое принадлежит только мне, внедрить вакцину, про которую я не знаю ничего. Оно меня уверяет, это государство, что вакцина хорошая. А почему я этому государству должен верить? Вот на выборах ближайших я не уверен, что эти люди, которые голосуют через вакцинирование, пойдут голосовать на участке. Но они проголосовали вот таким способом. Не продемонстрировано. При том, что я разговариваю с крупнейшими специалистами, знаем, что России сказочно повезло, что спутник удалось разработать. Это вообще везение невероятное. Но тотальное недоверие, тотальный отказ. Опять же, я не про то, можно или нельзя насильственно вакцинировать, заставлять и так далее. Я про другое. Я вижу оппозиционный настрой, выражаемый в неполитических формах. Про Якутию не скажу, но в целом по стране вижу. Так, хорошо. Есть ли мостик, который соединяет неполитические формы оппозиционного сознания с политическими? Я не знаю, но я вижу, что есть здесь и сейчас. Так, пожалуйста, еще вопросы есть, уважаемые слушатели наши? Можно вопрос тогда в продолжение, опять же, моего вопроса предыдущего? Конечно. Вот касательно финансовых инструментов, как видите возможности для того, чтобы журналистика, про зарабатывание я не говорю, чтобы выживала хотя бы? Не вижу я таких условий масштабных. Вижу на данный момент, что некоторым в виде исключения личную стратегию альтернативную удалось выстроить. Я имею в виду от Дудя до целого ряда журналистов, пошедших в YouTube. Пока я вижу встречное движение государства, и это встречное движение направлено на зачистку всего, что движется. И в какой момент знаете, как два грозовых фронта идут навстречу друг другу. В какой момент произойдет столкновение, кто победит, я не знаю. Я вижу, что две тенденции есть. Журналисты идут туда, где можно высказываться. Государство создает условия, при которых нет возможности соединять это с профессиональной деятельностью. Где-то будет точка конфликта, либо, как так бывает, рассосутся оба фронта. Так, хорошо. Нет, как это понятно, что вы констатируете, что скоро будет гроза, там скоро, возможно, там часть людей умрет, пандемия скосит. Ну, я имею в виду не физически, не в плане здоровья пандемии, а я имею в виду пандемии в плане СМИ, тоже своего рода. Вы что предлагаете, скажем так, ваш совет? Просто, ребята, то есть, исходя из того, что вы говорите, у меня такое дело. Ребята, валите из журналистики, либо в пропаганду, либо уходите в развлекуху, либо вообще, пока вы молодые, получайте другую профессию. Так можно сказать? Ну, во-первых, наличие дополнительных профессий никогда никакому журналисту. Нет, ну это понятно, то есть это да. И если мы хотим сохранить себя в большой... А профессиональная зона для меня чисто политической не исчерпывается. Профессиональная зона – это и проекты, как, например, ресурс «Такие дела», где не столько про политику, сколько про социальную жизнь, но очень хорошо. А он краудфандинговый. Грубо говоря, я бы не заглядывал далеко, но на сегодняшний день все еще можно собирать деньги, все еще можно выходить в YouTube, все еще можно создавать собственные альтернативные ресурсы. Тот, кто попытается пойти в чистую политику, будет стерт, независимо от того, региональный это уровень или федеральный. Кто уже проскочил, может. Но из этого не следует, что через 2-3 года ситуация не переменится, а профессиональные навыки будут востребованы. Поэтому мой совет молодым журналистам – осваивать смежные медийные области с тем, чтобы продолжать сохранять навыки.
делать то, что можно сделать сейчас, а сейчас можно еще пока еще очень много, не зарабатывая. Третье – это проявлять солидарность. Ну, там, например, в писательской среде я вот возглавляю организацию PEN Москва. Это PEN International, часть ее здесь, и мы защищаем своих коллег, которые попадают в тяжелую, организуем информационные кампании по защите. Действенно это не всегда, но это все-таки заставляет хоть как-то что-то изменить. Ну, я, например, не для телевидения делаю теперь свои проекты, и не в расчете на него. Повторюсь, я вот сделал только что «Финов склерозом», и для меня это не компромисс. Я хожу, мне просто крайне интересна эта тема, и она для меня не менее важна, чем политические. Мы делаем фильм «Голод», фильм, который, конечно, про историю. Его не будет содержать никаких вообще не закадрового авторского текста. Там будут только интервью и только документы. Но он уже встречается в штыки, потому что он покушается на мифологию историческую. Но мы собрали деньги на планете РУ, и это дает нам возможность, не спрашивая ни у одного государства и не беря западные гранты, а это просто зона риска, западные гранты, реализовывать свой замысел. Пока это возможно, я буду это делать. Что будет дальше, откуда я знаю. Александр Николаевич, мы понимаем, что у вас время у нас иссякает, да, Да, у буквально. меня занятие. Да, Александр Николаевич, начинается занятие, но все-таки вы, пожалуйста, очень емко, кратко итоги или значимые явления в журналистике и литературе за 2020 год. Пожалуйста. Итоги года, если можно так сказать. Во-первых, в «Новой газете» я постоянно читаю Елену Костюченко, и это какая-то совершенно запредельная журналистика, потому что это, Влас Дорошевич отдыхает, она сильнее гораздо, чем классики очерковой журналистики. Она внедряется в жизнь, и это не она про свои взгляды, у нее есть взгляды, но она в данном случае не про них, а про жизнь человека. Про ПНИ, то, что она сделала, психоневрологические интернаты, это вообще сверхуровень, это мирового масштаба явление. В журналистике политологической, Екатерина Шульман действительно очень сильный журналистский публицист. То есть она не столько журналист, сколько публицист, но и журналистскими некоторыми навыками. В литературе я просто призываю вас следить за 2-3 литературными премиями, и сейчас не буду перечислять. Только что вышел роман Дмитрия Быкова «Истребитель». И опять Дмитрий Быков развивает тот мотив, который ему очень, видимо, годы. Предвоенная Россия, предвоенная страна. Страна, ввергающаяся в войну, но еще не знающая о том, что эта война случится, живущая в последний мирный год. Какие-то параллели, наверное, он проводит. Его фельетоны тоже, кстати говоря, журналистика и публицистика высочайшего класса. Дудь, я отношусь к нему с большим уважением. Я не могу сказать, что эти фильмы, которые он делает, то, чего я хотел бы от исторической журналистики, да, то есть они агитационные. Но он, по крайней мере, делает одну очень важную вещь. Он начинает с того, что это я, Дудь, так вижу. Это не истина в последней инстанции, это я вам буду рассказывать, я буду с вами разговаривать, и это принципиально, то есть это соблюдение всех правил. Можно быть субъективным, предупредив о мере своей субъективности. Вот, мои студенты вместе с Романом Аниным, бывшие мои студенты, запустили один проект. Медиазона делает, если мы про политическую журналистику. Если мы про те форматы, которые мне очень важны, и для меня это не компромисс, а очень важны, это форматы ресурса Арзамас, потому что просветительская журналистика, она тоже постепенно политизируется после закона о просветительстве, но она для меня дорога не потому, что это способ уйти от политики, а потому что это важнее, чем политика. Это про сознание, про выбор, про культуру и ее ориентиры. В общем, пока могло бы быть гораздо хуже, я бы сказал так. Спасибо, Александр Николаевич.
за то, что вы встретились, рассказали о своем, высказались, ответили на наши вопросы. И еще раз большое спасибо. И, как Спасибо говорится, вам. да, до встречи. Спасибо. Всего вам доброго, коллеги. Мы прорвемся, но не сразу. Да, спасибо. Спасибо.